На ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Все богатство огородов республики в одном месте. Просто надо соблюдать определенные правила, и урожай будет. Как сегодня отмечали День садоводов в Казани, расскажет Зарина Ахметова. Будет чисто в парках, озерах и оврагах. Я хочу, чтобы природа была она чистая, чтобы глаз радовался смотреть. И очень неприятно, когда есть такие люди, которые за собой не убирают. Как в Казани прошел масштабный экологический субботник, расскажет Ленар Геннатуллин. Дети улицы, дети свободы. Я получаю кайф. Мне нравится вся эта движуха. Про современный молодежный фестиваль Лилия Кашпарова. Сегодня они все в национальных костюмах. На этноконфессиональном фестивале «Мозаика культур» побывала Вероника Гайнудинова. Овощные ассорти, фруктовые букеты прямо с грядки. Сегодня садоводы отмечают свой праздник. В агропромпарке Казани они представили все, чем богаты СНТ. Для садоводов такой формат продажи новинка. Говорят, это хорошая возможность реализовать продукцию и делиться опытом друг с другом. Напомним, в республике действует специальная программа для СНТ. Она направлена на развитие инфраструктуры. Зарина Ахметова сегодня увидела, какая отдача уже появилась. Нет, это не джаз-концерт. Так отмечают свой день татарстанские садоводы. Весело, с музыкой и урожаем. В этом году им есть что продавать и закладывать на зиму. Все цвета флага республики из овощей, а из круп собрали герб. Таким национальным креативом отличились земледельцы Пестрецов. Свои творения показали сегодня и новому министру сельского хозяйства. В связи с погодными условиями, с дождями, очень хорошая уродилась картошка. И свекла, и морковка. У нас вот здесь урожай выставлены. Вот такие ассорти баночные. Аладдин и Вишенка, Тимур и Ливия – это не имена героев из фильма, а название сортов лаишевского винограда. На участке Александра Зверева их больше 50. Такой в магазине, говорит, не купить. Его можно только вырастить самому. Ничего сложного нет, но просто надо соблюдать определенные правила, и урожай будет. На урожай можно не только посмотреть, но и купить. Здесь же традиционная сельхозярмарка. За продукцией от своих казанцы и гости столицы приходят только с тележками. Купила, что надо. Мясо купила, молоко купила. Мы стараемся покупать местную. Особенно все, что касается овощей и фруктов. Фрукты и ягоды, овощи и саженцы. Сегодня на празднике целая палитра вкусов и цветов огорода. Кто бы мог подумать, что сообщество земледельцев объединяет столько людей. И даже кролик, враг садоводов, сегодня на их стороне. Чем в эту осень богат каждый район, руководство оценило. Министр Марат Зябаров вручил подарки лучшим садоводческим товариществам республики. Бензокоса в хозяйстве еще как пригодится. Я удивлен, как это все здесь организовано, красиво, четко. И в дальнейшем также мы должны эту работу продолжать. Поможет в этом государство. Только за последние годы в республике выделили более 1 миллиарда рублей на решение проблем садоводов. Отремонтированы 52 скважины, построено 64 километра дорог, 107 километров линий электропередач, 271 площадка под ТПО. В другом месте Российской Федерации, поверьте, я вот вам говорю это точно, вот столько средств нигде не выделяется. Мы являемся вообще примером для всей России. Мы очень довольны, что нам сделали вот такие площадки. А в прошлом году по программе софинансирования в садоводческом товариществе заменили трубы. На это ушло более 2 миллионов рублей. Сами садоводы заплатили только 1/3. Люди сидели без воды, пока мы не починим. А сейчас по этой программе вот нам заменили трубы. Очень довольны. До конца года у рассвета появится и асфальтированная дорога через поле. Работы начнут уже в ближайшие дни. Значит, в новом сезоне садоводов станет еще больше. Зарина Ахметова, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань, Пестричинский район. Другим темам. Транснефть Прикамье в эти дни отмечает 70-летний юбилей. За эти годы предприятие получило статус одного из крупнейших в Поволжье. С праздником коллектив поздравил Рустам Миниханов. Он отметил, что именно компания обеспечивает бесперебойное снабжение региона топливом. С какими показателями встречает праздник, расскажет Сергей Хайдаров. Деньков Владимир Леонидович. Электромонтер от Бога – это про Владимира Денькова. На службе он 36 лет. Сегодня ему медаль от президента. Ощущения зашкаливают, настроение отлично. Спасибо всем тем,
кто по достоинству оценил мою работу. В юбилей всех работников «Транснефть» Прикамье поздравил Рустам Миниханов. Он отметил, это нефтяные артерии предприятия снабжают топливом весь регион. Благодаря вашему труду обеспечивается стабильная нефтедобыча в республике, компании «Татнефть» и 30 малых нефтяных компаний нашей республики. Успешно развивается нефтеперерабатывающее производство Танаки и Таифинка. Более 2,2 миллиарда тонн нефти столько за 10 лет перекачала АО «Транснефть Прикамье». В составе предприятия 5 районных управлений, 30 нефтеперекачивающих и 5 продуктоперекачивающих станций. Социалка – еще одна отличительная черта «Транснефть Прикамье». Более 173 миллионов рублей предприятие выделило на ремонт и оснащение 30 школ в регионах деятельности. Сегодня «Транснефть Прикамье» – это 7 тысяч километров. Предприятие обеспечивает транспортировку нефти по нескольким регионам страны. Это 205 миллионов тонн. И впереди амбициозные задачи. Это и замена устаревшего оборудования, и импортозамещение. В этом, говорят, здесь чувствуют поддержку правительства республики. В других регионах, коллегам в других регионах могут только хорошо завидовать тому, каким образом должна быть поставлена организация взаимодействия, производства и правительства республики для того, чтобы достигать максимальных целей, достигать максимальных результатов. Один из примеров такого взаимодействия – завод на территории Алабуги. Там будут производить противотурбулентные присадки. Это позволит компании «Транснефть» полностью отказаться от зарубежного продукта. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Отказываемся от американских аналогов или импортозамещения в действии. Специально к юбилею приурочили открытие нового завода «Транснефть Синтез». Здесь, в Алабуге, будут производить противотурбулентные присадки. Они нужны для снижения внутритрубного давления и увеличения пропускной способности нефтепроводов. Раньше их приходилось заказывать из Соединенных Штатов. Теперь будут делать в Татарстане. Торжественный старт сегодня дали премьер Алексей Песошин и президент «Транснефти» Николай Токарев. Отрадно, что товарооборот между предприятиями Татарстана и компанией «Транснефть» ежегодно растет. Только за последние 4 года он вырос более чем в 2,6 раза. Я рад, что компания «Транснефть» расширяет свою деятельность в Татарстане. Предприятие это новое, оно является совместным, создано компаниями «Транснефть Прикамье» и «Ника Петротек». Генеральная уборка Казани. Сегодня в столице Татарстана прошел самый масштабный субботник этой осени. Студенты вузов, волонтеры и представители министерств и ведомств республики убирались в Горкинско-Аметьевском лесу, на озере Изумрудное и в Кутузовском овраге. Взял в руки грабли Ленар Гинатуллин. На озере Изумрудном сегодня сотни молодых и активных. И это не open air в честь закрытия летнего сезона. Здесь студенты, волонтеры и неравнодушные жители. Все пришли на итоговый субботник года. Здравствуйте. Спасибо. Для удобства всех поделили на 22 команды. У каждой своя зона уборки. Пляж достался команде Екатерины Веретейниковой. На субботник она пришла вместе с 5-летним сыном. Цветные пакеты, то, что можно переработать, это алюминиевые банки, пластиковые бутылки, пакеты. Но остальное, то, что не переработается, уже в черный пакет. Чистят не только прибрежную зону, но и дно. Профессиональные дайверы Русского географического общества уже не впервые собирают мусор с глубин карьера. Тарелки, бутылки, 5 метров от берега, колеса различные. То есть у некоторых людей, к сожалению, есть такое развлечение — запускать колеса с горки, и они скатываются в озеро и, соответственно, там остаются. Организаторы добавили и соревновательный процесс. Каждый активист за один собранный мешок мусора получает лотерейный билет. Но чтобы увеличить шансы активистов получить подарок, организаторы придумали для них необычный квест. Всю территорию озера они разделили на 4 сектора и в каждом секторе спрятали по 3 слова с помощью вот таких вот QR-кодов. Каждая команда, которая найдет все 3 слова, получает дополнительные лотерейные билеты. Этот пластик, он не перерабатывается вообще очень долго. Годами может лежать, и с ним ничего не происходит.
А это уже Кутузовский овраг в авиастроительном районе. Одна из активисток Эльмира Зинурова признается, мечтает профессионально заняться экологией. Как видите, здесь очень много мусора, здесь годами он складывается и собирается. И вот даже местных жителей очень много здесь. Из колледжа здесь есть, из КФУ приехали, студентов 11 человек, группа тоже. То есть поддержка очень большая. В Горкинско-Аметьевском лесу тоже присоединяются к субботнику. Здесь проходит всемирная акция «Уборка. Сделаем». Ее сегодня поддерживают в 150 странах мира и 70 регионах России. Суть уборки в том, что любой желающий, проявив свою инициативу, желание, могут найти точку, удобную ему для уборки, и присоединиться к другим таким же инициативным людям. В Татарстане в этом году уже проведено более 500 субботников. В них участвовали 16 тысяч человек. Все в рамках федерального нацпроекта «Экология». Ленар Геннатуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. О резком похолодании сообщают в гидрометцентре республики. Уже этой ночью столбик термометра опустится до -2. В воскресенье температуру синоптики обещают плюсовую, но с небольшим дождем и туманом. Сильные порывы ветра с мокрым снегом ожидаются на следующей неделе. На Татарстан идет северный циклон. Их сегодня тоже заштормило, но в хорошем смысле слова. Все скейтеры, велосипедисты, рэперы и дэнсеры эти выходные проводят на фестивале уличной культуры «Урамфест». Что тянет молодежь на улицу, пыталась понять Лилия Кашфарова. Креатив, энергия, свобода, набор современного и молодого. Дальше по желанию. Кому-то музыка, кому-то велик, а кому-то самокат. Кик-скутер, скейтборд – все это транспорт. С этим и на улицу, и на Урамфест. Почти вся Казань в самокатах. Трюки на площадке сменяют маневры на танцполе. Танцуй как хочешь. Но некоторым не до танцев. Рисуют граффити на стене, а кто-то сразу и на куртке. В Татарстане у нас достаточно хорошее движение. Моя любимая куртка, она сейчас стала еще лучше. Вот. Апгрейд. Апгрейд пережил и фестиваль Урамфест. Победил на конкурсе от Росмолодежи и стал возможным. Ждут 1000 человек, и для них 8 зон. Граффити, танцпол, выставка, фудкорт, маркет, концерт, арт и спорт. Решили организовать такой большой масштабный фестиваль, который объединит все молодежные субкультуры, все направления творчества и спорта. Я получаю кайф. Мне нравится вся эта движуха. Все лучше, чем дома сидеть. Я сюда, в принципе, приехал из Альметьевска. Мне вот эти всякие движухи просто вкатывают. Уличная культура без границ. Идея фестиваля. А принципы за ЗОЖ, за творчество и за свободу. Мы находимся в мультимедийном арт-пространстве аудиовизуального искусства. Как вид технологий появились давно, но как отдельный жанр развивается только сейчас. Используются компьютерные технологии, лазер и свет. Ты можешь даже сломать вот эти лучи и выбрать любой путь, как в рамках этой комнаты, так и в своей жизни. Лилия Кашфарова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Они знают, как преобразить Татарстан. Сегодня в Казани стартовал всероссийский хакатон «Города». 30 молодых урбанистов и дизайнеров из 17 регионов страны прошли отбор форума Таврида. Теперь их задача за неделю разработать план благоустройства одного из объектов в Казани, Азнакаева, Бавлов, Лениногорска или Мамадыша. Уже завтра участники сделают замеры в регионах, обсудят идеи с местными жителями. Проект победителя реализуют в 2020 году в рамках программы «Реновация». Я хочу, чтобы наша страна становилась лучше с помощью таких форумов, и наши города становились лучше. Второй – это возможность, конечно, заявить о себе и познакомиться с интересными людьми, с полезными людьми. Объекты молодежной политики – это ровно та ситуация, когда мы можем по-настоящему дать молодому человеку высказаться о том объекте, который для него. И дать ему возможность сформулировать, каким он видит молодежный центр, дабы не мы с вами будем туда ходить. Это просто сказка. Фестиваль с таким названием стартовал сегодня в Казани. Для нашего города он первый в своем роде. В течение дня тысячи гостей фестиваля занимались спортом, знакомились с татарской культурой и слушали выступления звезд российской эстрады. Чаев, Пелагея, Моральный кодекс, Иван Дорн, Брайнсторм – это лишь короткий список артистов. В эти минуты на Татнефть-арене находится и наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сереж, добрый вечер. Расскажи, какая там атмосфера и как можно попасть на фестиваль.
Да, здравствуй, Леш, добрый вечер. Что ж, действительно, прямо сейчас я нахожусь на красавице Татнефть-арене, где, как вы, наверное, уже видите, за моей спиной вовсю громыхает и радует своего зрителя мультикультурный национальный фестиваль с очень необычным названием «Сказ.К», что расшифровывается как «Сказ о Казани». Сегодня этот фестиваль, хочу сказать, что начался уже достаточно давно, с 11 дня стартовали здесь, на площадке Татнефть-арены, различные активности. Так могли все гости этого фестиваля поиграть в футбол, баскетбол. Также детишки могли окунуться в атмосферу сказки и тоже поучаствовать в различных активностях. Ну и отдельных аплодисментов и отдельного разговора достоин, конечно же, концертная программа, которая очень насыщенная и достаточно длительная. Здесь на фестивале 8-часовой концерт прямо сейчас идет, и зрители ему наслаждаются. Буквально недавно на сцене был Noise MC, затем на сцену выйдет Пелагея. Зрители ждут, ну а прямо сейчас идет за моей спиной великолепное световое шоу. Настроение у всех зрителей прекрасное, не только потому, что очень много звезд на сцене, но еще и потому, что попасть сюда, в Татнефть-арену, может любой желающий абсолютно бесплатно. Прямо сейчас небольшой отрывок из выступления сегодняшнего посмотрим. Давайте в прямом эфире и услышим эмоции гостей. Настроение классное, интересно посмотреть на Ивана Дорна, как он зажгет. Настроение отличное, энергетика просто супер, ну прямо праздник, все нравится, в общем. В одном месте все группы собрались очень здорово. После сотворения мира редко такие мероприятия случаются. Я рад, что в Казани такое происходит. Да, ну что ж, буквально только что ведущие объявили, что на сцене должна появиться Пелагея. Этому невероятно обрадовались все зрители. После выступления Пелагеи мы ждем еще Ивана Дорна и группу «Чай». В общем, очень много сюрпризов ожидает. И если вы смотрите это прямое включение, спешите к нам. Еще успеете увидеть концерт. На этом у меня все. Поет Пелагея. Леш, тебе слово. Спасибо, Сергей. Ждем новых репортажей, пока продолжим. По Кремлю в народной одежде в Казани сегодня впервые отпраздновали День национального костюма. Столица встречает этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Как большая многонациональная семья Татарстана отметила праздник, увидела Вероника Гайнутдинова. Военную форму сменили на народную. Духовой оркестр Казанского танкового училища специально к фестивалю шили татарские костюмы. В ярко-красном возглавляют шествие по Кремлю. В республике впервые празднуют День национального костюма. В параде около 300 людей, больше 30 народностей, проживающих в нашей республике. Они идут вот так гордо в своих национальных костюмах, чтобы показать, что национальная одежда всегда в моде. Национальная одежда никогда не теряется, она всегда имеет свою ценность. Мы чуваши, это чувашский костюм. Живем в Татарстане. Мы так рады тому, что позволяет всем нациям вместе собраться. Татарстан у нас очень богатый регион в плане народности, и у нас живет очень много народов, и мы вот представляем Мариэл, и марийцев. Мы понимаем, что люди в повседневной жизни не будут ходить в национальных костюмах. Мы надеемся, что этот праздник даст толчок и молодым дизайнерам, которые шьют одежду, но чтобы эта одежда была с национальными компонентами. Праздник национального костюма проходит вместе с этноконфессиональным фестивалем «Мозаика культур» на Кремлевской набережной. Колорит и многообразие жизни Татарстана. Те, кто сегодня представляет национальный костюм, вам огромное спасибо за ваше бережное отношение к культуре, традициям своего народа. На одной площадке поют и танцуют, на другой играют в национальную дженгу, на третьей учатся народному ремеслу. Здесь же раскрывают и секреты кулинарных шедевров татар, русских, удмуртов, мордвы и других народов. Все они живут бок о бок на татарстанской земле, одной большой многонациональной семьей. Вероника Гайнутдинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Ну и по традиции все самое интересное в нашей традиционной рубрике «В сети» от Армана Костаняна, после чего будет информация о погоде, а я прощаюсь с вами до следующего выпуска, он в 21:30. Всего вам доброго.
Всем привет! Не успели моргнуть, а уже больше половины сентября просто незаметно пролетела, как автомобиль без антирадара под камерами. Сейчас половина автомобилистов всплакнула. Но событий, обсуждаемых в интернете, не уменьшилось, поэтому присаживаемся поудобнее, откладываем свои смартфоны в сторону. Это рубрика «В сети». Начнем. Начнем с мощного, а точнее с КамАЗа. А точнее с футбольного клуба «КамАЗ», который 25 числа сыграет со «Спартаком» в рамках Кубка России. Чтобы вы понимали, «Спартак» в последний раз в Челнах был 22 года назад. Так что для челнинских ребят это событие. А для ребят с ГЭСа, ой, какая радость, если вы понимаете, о чем я. Смотрите, сколько уже людей пришло за билетами. Даже за новыми айфонами таких очередей нет. Причем в сети пишут, что спекулянты-то проснулись, которые будут потом втридорога продавать билеты. Поэтому, если вы хотите на матч, лучше заранее купить билет. Самое, по моему мнению, веселое видео этой недели. Судя по всему, снято оно в одном из отделений ГИБДД. Ифтахов Рустем Сиринович, предлагаю вам продуть алкотель. Согласны продуть? Да, Веген. Нет. Этот ролик можно пересматривать вечно. Согласны продуть? Да, Веген. Нет. Тот самый случай, когда в семье матриархат. Самарский модник замечен на казанских улицах. И в обсуждениях под этим видео у пользователей много вопросов к этому автолюбителю. Но самый важный вопрос — это как он сюда доехал вообще. Зная самарские дороги, его сюда, наверное, на эвакуаторе привезли. В Сургуте на стене одного из жилых домов появилось граффити с пилотами, которых после недавних событий в сети прозвали героями. Так что знайте, друзья, что интернет никогда не забывает своих героев. Многие молодые семьи, у которых вот-вот родятся дети, думают, как бы назвать своего ребенка. Так вот, в Казани родители назвали своего ребенка Вселена Весна. Думаю, это имя возглавит список самых редких имен. А что? Очень удобно. Следующего ребенка назовут Вселена Осень, Вселена Лето и так далее. Если будет больше 4 детей, то пойдут уже по месяцам и так далее. Также в этом месяце самыми редкими отмечены имена Тиона, Урал, Леонель. А какие редкие встречали вы? В Казани появился умный столб. Разработкой занималась компания Huawei. Столб имеет суперчеткие видеокамеры, тревожную кнопку, модуль Wi-Fi и освещение. Если, мне кажется, еще чуть-чуть подшаманить, то он вам и такси вызовет, и еды вам закажет, и дома уберется, и одежду погладит. Все, стоп, фантазия. Если хотите его увидеть, то он стоит возле чаши. Так что, welcome. А сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Президент свою неделю в Инстаграм начал с поздравления всех подписчиков с Днем Лесника. Да-да, такой праздник тоже есть. Затем уже знакомая нам азбука важных слов. Вакыт, время. Тормышта иң кыйммәтлесе ул вакыт. Эй, дом. Ерек кайда? Эй, шунда. Здоровье. Саламатлык. А какие, по вашему мнению, важные слова еще могут добавить в эту азбуку? Ну, кроме слов «не брать ипотеку», а это точно свежее, и «после универа по специальности пойду работать». А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте Анастасия Заворотнюк, которая в тяжелом состоянии находится в клинике. Но сейчас она уже в сознании и готовится к операции. Будем надеяться, что все будет хорошо. Мы с вами, Анастасия. На втором месте свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. А ведь совсем недавно она хотела стать президентом, а сейчас уже развелась с мужем и за другого вышла. И замыкает топ-тем Павел Устинов, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы. И все российские звезды, да и вообще весь интернет активно сейчас обсуждает это и требует отменить данный приговор. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои фото и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Акбарсбанк вас слушает.
Здравствуйте. Я на днях открыл у вас вклад. Может, это ошибка, но у меня ставка на 1% больше. Нет, все правильно. До 14 октября при открытии первого вклада на 6 месяцев вам дается 1 дополнительный процент. Да? Классно. Спасибо вам. Всего доброго. Подробности на сайте angbars.ru и в отделениях банка. Кредитное предложение от «Лада Канавто». «Лада Гранта» от 5868 рублей в месяц. «Лада Веста» от 9347 рублей в месяц. Мы увеличили процент одобрения. «Канавто». Сибирский тракт 48. Война с тараканами. Серия средств «Блокбастер». Победа будет за вами. Алан Клиник. Лечение геморроя и трещин без операции. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Внимание! В аптеках Фарбленд феноменальный кэшбэк 10%. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фарблендом. Спешите видеть в Казанском цирке с 20 сентября и только до 13 октября программа «Цирковой калейдоскоп». Лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кюзлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Здравствуйте! О погоде через минуту. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет пасмурно и дождливо, плюс 6-7 градусов. На северо-востоке республики солнце спрячется за облаками, велика вероятность осадков, плюс 7. На севере Татарстана аналогичная ситуация, 7-8 тепла. На северо-западе будет пасмурно и сыро, плюс 8. На юго-западе республики повсеместно ожидаются осадки, плюс 7-9 градусов. В центре Татарстана облачно и дождливо, до плюс 8. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Ваша семья растет, а квартиры нет? Пора расширяться. Трехкомнатная за 4 миллиона 300 тысяч. ЖК «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Телефон 233 0303. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе. Это квартиры в сданном и строящихся домах по выгодным ценам. Звоните в ЮЭТ 233 0303. В Казани в предстоящие сутки будет довольно холодно. Не обойдется без дождей. Днем до плюс 10. Атмосферное давление пониженное. Влажность воздуха выше нормы. В магнитном поле Земли спокойно. Спонсор прогноза погоды – Банк Нейва. Ценит живое общение. Люди навстречу людям. Оформи дебетовую карту и получай честный кэшбэк с понятными условиями и выплатой живыми деньгами до 5%. Здравствуйте. Вы позвонили в Банк Нейва. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. А по нашим картам честный кэшбэк с понятными условиями и выплатой живыми деньгами. А еще у нас очень хорошие курсы обмена валюты. Заходите, будем рады. Банк Нейва. Люди навстречу людям.